Исполнение бюджетов различных государственных и внебюджетных фондов – основные вопросы повестки дня очередного заседания сессии парламента. Эти вопросы уже обсуждались на заседании Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Поэтому профильный комитет рекомендовал принять исполнение бюджетов всех фондов. При этом отмечалось, что ни один из бюджетов фондов не исполнен на 100%. Председатель Фонда обязательного медицинского страхования Валентина Жиба проинформировала, что задолженность перед фондом на 1 января 2018 года составляет более 16 миллионов рублей. Правда, это переходящие долги, накопленные с 1994 года. На сегодняшний день фонд финансирует две целевые программы – обеспечение медикаментами по родовспоможению, обследованию беременных и онкобольных. Если было предусмотрено 11 миллионов с чем-то, то было 9 миллионов с чем-то потрачено, потому что у нас и роды чуть-чуть уменьшились. Но это не говорит, что в Абхазии дети не рождаются. Просто наши женщины выезжают за пределы Республики Абхазия. Что касается онкобольных, здесь можно сказать, что они увеличиваются, омолаживается. То есть и как и в пожилом возрасте, так и в молодом возрасте это заболевание. Мы обеспечиваем их препаратами первой и второй линии. У депутатов возникли вопросы к заместителю председателя Дорожного фонда Виталию Цвижба по поводу состояния дорог республиканского и местного значения. Дмитрий Дбар отметил, что особенно в плохом состоянии находятся сельские дороги. Депутат поинтересовался, как решается этот вопрос. Виталий Цвижба проинформировал, что на эти цели районам Абхазии выделяется 2,5 миллиона рублей. Представьте себе эту сумму и представьте стоимость дорог, как с твердым покрытием, так и грунтовых. С твердым покрытием мы вообще не имеем возможности выполнять, особенно по дорогам местного значения, поскольку они сильно большая стоимость. В основном выполняем работы по грунтовым дорогам, по заказам администрации этих районов и по мере тех возможностей, которые имеются в Дорожном фонде. К председателю Фонда социального страхования Амирану Какалия у депутата возник только один вопрос. Чем обосновывается низкий показатель в 8% исполнения расходов по выплатам пособий женщинам, вставшим на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности? Самая главная причина, которая существует, нашим женщинам, матерям, им дорого обходится объявляться в женскую консультацию. У нас нет подтверждающих фактов. Мы обратились с письмом в Министерство здравоохранения для того, чтобы подписать ведомственное соглашение, чтобы они нам предоставляли по всем женским консультациям, начиная с Гагарского района, заканчивая Галского района, всю информацию, люди, которые поступают к ним. В итоге исполнение обязательного медицинского, социального, дорожного и пенсионного фондов, а также Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии принято во втором и окончательном чтении. С отчетом исполнения бюджета фонда репатриации депутатов ознакомила главный бухгалтер организации Инга Хурхмал, так как председатель фонда Джон Смыр написал заявление об уходе. К данному отчету у контрольной палаты есть вопросы, и поэтому документ был принят в первом чтении. Председатель Нацбанка Беслан Барателия представил годовой отчет, согласно которому прибыль главного банка страны в 2017 году составила порядка 66 миллионов рублей. Кроме того, Нацбанк увеличил сформированные резервы на 36,6 миллионов рублей и провизии на 40 миллионов. По итогам 2018 года он был достаточно сложным для банковской системы. Значит, доходы составили 265 миллионов рублей, ну и преимущественно за счет процентных доходов, поскольку это банк. Расходы 198 миллионов, и прибыль банка составила 66 миллионов рублей. Помимо этого, значит, Национальный банк увеличил сформированные резервы, то есть накопленную прибыль, на 36,6 миллионов рублей. И на данный момент 186,5 миллионов она составляет. Помимо этого увеличены сформированные провизии по предоставленным кредитам на 40 миллионов рублей. На данный момент они составляют 288 миллионов рублей. И в течение прошлого года Национальным банком также выплачивался субординированный кредит в размере, значит, 117 миллионов рублей. И на данный момент из 700 миллионов рублей, которые были предоставлены Республике Абхазия,
по графику выплачиваются траншами суммы на сегодня, остаток средств, суммы, которую Банк Абхазии должен будет выплатить до 2020 года, составляет 266,6 миллионов рублей. В итоге годовой отчет Национального банка Абхазии был принят. Депутаты также утвердили постановление об определении денежных средств на содержание аппарата уполномоченного по правам человека, согласно которому на содержание аппарата выделено порядка 3 миллионов 120 тысяч рублей.